Но в сети очень много негативной оценки идет, что они плохо относятся к местным, да, требуют деньги, работу. Но я думаю, не все так плохо. Хорошо будет тем, у кого есть знакомые, родственники. Ну, таких мало, наверное. Если власти идут к ним навстречу, предлагают работу, деньги, почему бы им и не устроить свою жизнь? Должны помогать. Тем более раньше все одна страна была. Поэтому, по-моему, остатки этого прошлого остались. И как бы без проблем. Если им тут нравится, мне кажется, и зимой будут у них трудности, конечно. Но так, в принципе, мирное. У нас же тут все нормально. Никаких военных действий нету. Это самое главное для них. Мне кажется, выбирать не приходится сейчас уже. Ну, люди разные. Да, у многих, думаю, сейчас... Нет, не у многих. Может, есть отдельные люди, которые какие-то приживальческие настроения, да, иждивенческие. Вот это вот. Но всех под одну гребенку грести тоже по-моему, не стоит. Не надо быть слишком гостеприимным, что ли. Люди некоторые обижаются, что здесь не хватает жителей. Ну, мы принимаем, тысячами наверняка не очень-то надо было. Ну, и, по-моему, у большинства русского населения во веки веков бывало всякие эти интриги с этими украинцами. Так что нелюбящие наверняка имеются. А вы сами как к этому относитесь? Я местный, можно сказать, с народа гостеприимного. Я не отрицаю, конечно, но люди обижаются. Те, кто привык жить на Украине, резкая перемена климата сейчас, еще неизвестно, как там будут обстоять дела с отопительным сезоном. Но я надеюсь, они справятся с этими трудностями, и им окажут содействие, чтобы они нашли себе работу, чтобы могли быть обеспечены жильем, по крайней мере, для начала. Возможно, даже такие суровые условия для них, в конце концов, тоже вариант, да, я надеюсь, что они смогут к этому привыкнуть, может быть, освоиться здесь, может быть, кто-нибудь даже останется, и дети их тоже. Но вы были бы не против, если бы они остались здесь и жили, да? Ну, собственно, почему бы и нет, наша все-таки многонациональная страна, и регион наш тоже разнообразен. Как вы относитесь к беженцам из Украины, которые приехали в Якутск? Как вы считаете, они здесь найдут работу или нет? Я думаю, нет, не найдут. Почему? Не знаю. Нет, а сами как, например, к этому относитесь? Хорошо, что они сюда приехали? Или Нет, не нет, нужно нет. было сюда приезжать? Не нужно было приезжать, я думаю. Здесь так нас много, поэтому надо их содержать. Государство должно их содержать. Поэтому вот финансов не хватает. Все. А как же насчет женщин, которые приехали сюда с детьми? А насчет женщин с детьми-то можно. Ну, я к этому отношусь, конечно, отрицательно, конечно, потому что тут эти люди, которых мы называем беженцами, они не имеют никакого отношения к тем событиям, которые происходят. Поэтому я считаю, что неправильно они занимают позицию, к которой негативно относятся эти люди. Во-первых, если по поводу работы, то это по первому вопросу, то у нас работу отнимают другие приезжие, у нас очень много в республике. По сравнению с этим контингентом, который называется беженцами, приедут, их по численности намного меньше, чем других, которые приезжают у нас каждый год, на весь год. А второй вопрос по поводу жилья. Я считаю лично, что кому положено, тот и получит квартиру, будь то беженец, будь то местный коренной житель. А как думаете, они смогут здесь найти работу, начать свою новую жизнь? Это будет очень сложно, наверное. Но если глобальные меры примут, тогда только это будет наверняка
помощью руководства республики. Горожан тоже можно понять. Многие из наших жителей не могут тоже найти работу, стараются. Но я думаю, беженцам помочь нужно. Им очень... Это люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Любой из нас может быть в такой ситуации. И по возможности надо, как-то им помочь, я считаю. И с работой люди должны понять и, как-то смириться с этим, понять и помочь им все-таки. И с жильем, и с работой. Потому что, россияне должны быть россиянами все-таки, я считаю. Народ хороший, украинцы, хохлы, очень хорошие, так, работящие. Нужда заставила, видать, что сделать-то. У нас трудно будет, и так пенсионеры, старики плоховато. Люблю во всяком случае их, украинцев, воевал вместе с ними. Я еще собираю там гуманитарную помощь немножко от своих, привезу в управу. Потом, под праздник пройдут. Поэтому ничего. Жить надо, люди есть люди. Мы сами приехали сюда в 1971 году, и я знаю, что такое гостеприимство нашего народа. Я уже говорю наш. Я приехала с Иркутской области. Якутия стала моей родиной. Почему бы не помочь и не станет родиной для украинцев? Народ трудолюбивый. У нас люди миролюбивые, добрые и всепонимающие. В основном основная масса людей поддерживает Украину, поддерживает политику нашего президента Путина, Борисова. И как-то, люди должны помогать друг другу. Это же наши, все наши люди, вся наша Россия. А Якутия, она богатая страна. Богата не только недрами, но и людьми.